Природная красота и многонациональная мозаика культурных традиций. Республика Коми богата по-настоящему уникальными местами. С каждым годом интересных маршрутов, на которых можно активно отдохнуть или культурно обогатиться, становится больше. А туристический потенциал привлекает путешественников со всей России. О ценообразовании путевок и развитии туризма в программе «Личный прием» рассказал генеральный директор Агентства по развитию туризма и продвижению республики Александр Терентьев. Подробности в сюжете Алены Туркиной. 2 часа от Москвы и 1,5 от Санкт-Петербурга. Именно столько времени понадобится для того, чтобы долететь до Сыктывкара. А уж от столицы Коми добраться до красивейших мест совсем несложно. Девственная природа привлекает туристов со всей страны, но в топе, конечно, визитная карточка республики плато Маньпупунер. Добраться до Малой горы идолов можно 2 способами – по земле, пешком или на снегоходах, и на вертолете. Как правило, подобное путешествие влетает в копеечку, отметили наши зрители. Дороговизна, она все-таки, на наш взгляд, двояка. Если мы посчитаем среднюю поездку на 7 дней даже за пределы республики, мы выйдем примерно на те же самые суммы. Если мы смотрим на такого же рода сложные маршруты в целом по России, но их нельзя сравнивать. Плато достаточно далеко находится. Что на вертолете, это большая часть, это транспортная составляющая, чтобы на вертолете долететь. Вот откуда образуется цена. Аналогичная история с аэролодкой или снегоходами. Это, безусловно, амортизация самого транспорта, это горючее и многие составляющие. Мы, безусловно, знаем, что наши туроператоры, у них нет яхт, у них нет дорогих машин. Они, безусловно, такие люди, которые, влюбившись в эту территорию, реализуют эти маршруты. И они не зарабатывают миллионы. И вот цена, да, она вроде бы высокая, но она, безусловно, обусловлена нашими вот этими особенностями именно этой локации и способов туда добраться. Но для жителей республики есть приятный бонус. Своим землякам туроператоры предоставляют скидку на такое путешествие. Еще один пример раскрученного места – национальный парк Юга-2. Он тоже стал точкой притяжения туристов. А совсем еще молодой нацпарк Кайгородский, открывшийся 2 года назад, на следующей неделе будет готов принять туристов. Что касается возможности посещения нацпарка, у них уже просчитана смета по их услугам, которые доступны. Да, их могут посещать не только в составе комбинированного тура, но и семья с детьми или просто семья поехать в нацпарк, потому что они захотели, естественно, заранее обговорив все моменты, забронировав так или иначе слот для посещения. Но в этом случае я имею в виду, что открытие нацпарка позволит еще и дополнительно привлечь туристов либо в Приволжский район, либо в Кайгородский. И на самом деле посещение Кайгородского тут не только нацпарк Юга-2, но и само село Кайгородок. Это, конечно же, Кажем и бывший завод, потому что уникально красивая природная локация с хорошим ландшафтом. Помимо активного отдыха развивается и событийный туризм. Во многих районах Коми проводятся национальные праздники и фестивали. В основном это продукт самодеятельности неравнодушных людей. Таким, по словам Александра, агентство стремится протянуть руку помощи. Алена Туркина, Данил Логинов, Юрган, Сыктывкар.